Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Напоминаю, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по телефону 8 810 06 926. Если вы на полуострове, 044 490 2905. Если на материке, конечно, смотрите трансляцию на Facebook, YouTube страницах «Крым Реалии». Итак, 23 февраля. В Крыму отмечается не только российский праздник Дня защитника Отечества, но и начало так называемого русской или крымской весны, то есть событий, которые непосредственно предшествовали российской аннексии Крыма. И о том, как этот день проводился его главными участниками 6 лет назад, о том, как они отмечали сегодня, мы поговорим в нашем эфире. Сначала очень короткий репортаж, который сделали представители не самого лояльного крымского СМИ, а именно примечания, как в Севастополе, которую они называют там, столицей крымской весны, проходило это празднование. Итак, без митинга, горячих выступлений участников русской весны народных гуляний, но с траурными венками, пресными речами чиновников и полевой кухней. Так правительство Севастополя сегодня отмечает День защитника Отечества и День народной воли. В городе ничего не напоминало о праздниках. Ни украшений, ни атрибутов, ни напоминаний об этих датах. Зато в центре Севастополя, на площади Нахимова, чиновники при поддержке Черноморского флота проводят праздничное мероприятие. День народной воли, отмечаемый 23 февраля, учрежден в Севастополе в 2015 году в память о событиях 23 февраля 2014 года. Тогда на площади Нахимова собрались десятки тысяч горожан на митинг против, цитата есть цитата, украинского нацизма. На этом митинге началось возвращение Севастополя в состав России. Сегодня, речь идет, конечно, 23 февраля 2020 года, праздничное мероприятие от чиновников началось с возложением венков и цветов к мемориалу героической обороны Севастополя. Потому, кто из чиновников, депутатов и общественных деятелей приходит на этот памятный официоз и кто с кем рядом стоит, можно судить об их взаимоотношениях. Возле, в Рио, губернатора Михаила Развожаева сегодня стояли спикер Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, федеральный инспектор полпреда в Южном федеральном округе Александр Антонцев, член Совета Федерации от Заксобрания Екатерина Алтабаева и другие. Отеческое благословение им преподали благочинный Севастопольского округа Сергей Халюта и раввин Севастополя Беньямин Вольф, которым в этом компанию не составил представитель мусульманского духовенства, его просто не было. Алексей Чалый, которого в этот день 6 лет назад избрали народным мэром Севастополя, традиционно воздержался от появления на публике, оставив это своим соратникам. И, в общем-то, список соратников мы, конечно, опускаем. Олег Махонин, возглавляющий региональную организацию, Ассоциацию организаций самообороны, говорит, что никто из участников самообороны, никого из них не поздравили, хотя в эту дату приезжали губернаторы на блокпосты, ребят поздравляли. Цитата: «Я склоняюсь к тому, что это работа Департамента общественных коммуникаций. В Рио губернатора новый человек, ему должны были доносить об этих вещах, объяснять их. Люди-то много не просят, хотя бы приехать, поздравить, пообщаться». Конец цитаты. С нами на связи Василий Зеленчук, экс-депутат городского совета Севастополя. Василий, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, примечание. Крым, которое наименее лояльно на наш тут киевский взгляд, относится к тому, как в Севастополе отмечают официальные праздники, в том числе и 23 февраля, сообщают, что никакого митинга, никаких там теплых поздравлений, никаких речей приветственных, а вот чисто такой официоз, который для галочки и вот для начала скажите, вы согласны с тем, что 23 февраля в 2020 году как-то не так отметились, как отмечали раньше и как бы хотели многие севастопольцы? Вы имеете в виду, чтобы я сказал по этому поводу? Да, вот лично ваше мнение. Вот на подъеме отпраздновали или для галочки? По моему мнению, что просто для галочки. Но вы знаете, я тут связываю очень простые вещи. С оккупационными территориями так себя и ведут. Чего их поздравлять? Они отработали, это уже отработанный материал.
Хорошо. А вот теперь, по вашему мнению, один из, вне всякого сомнения, значимых персонажей того, что происходило в Севастополе 6 лет назад, а именно Алексей Чалый, российский гражданин, первый и не последний, конечно, так называемый народный мэр, избранный, да, на эту должность как раз на митинге 23 февраля, традиционно, как говорят крымские же журналисты, не появляется на вот этих вот мероприятиях. Вам вот как кажется, эпоха вот героев, которыми считают, например, в Севастополе Чалова, она закончилась, окончательно там крымских отодвинули федеральные варяги из России соседней? Или, может быть, это там личные какие-то проблемы у Чалова с севастопольскими чиновниками? Или это общая такая российская проблема? Окончательно и навсегда. А вот теперь разъясните этот тезис для наших слушателей. Но по очень простой причине. Во-первых, они, московские власти, кремлевские власти, никому из прежних народных мэров, там каких-то бывших депутатов городского совета, каких-то чиновников не доверяют. Для них это отработанный материал, который они использовали и выкинули. Это первое. Второе, не стоит задача сегодня каким-то образом с ними договариваться, потому что они им просто больше не нужны. Самая главная сегодня задача Кремля — как можно быстрее забыть об украинском периоде и сделать так, чтобы об этом забыли не только участники всей этой весны, а и сами крымчане. Что была когда-то Украина, что был когда-то там Севастополь, украинский город и так далее, и так далее. Все это в русле вот такого имперского шовинизма. Ну, хорошо. Вот по севастопольской ситуации я, в принципе, могу с вами согласиться, потому что уже сменились несколько руководителей города, и присылаемых из России уже тоже было несколько. А вот в Крыму, например, вот как пара Владимир Константинов, Сергей Аксенов 6 лет назад оказались у руля, вот так они до сих пор и остаются. Много было разговоров о том, что вот, и их черед пройдет, и они вслед за Чалым уйдут, а вот они все не уходят. Вот неужели настолько Севастополь отличается от Крыма, что в Севастополе ротация происходит там каждые 2 года, а в Крыму 6 лет все как при Брежневе? Я не думаю, что чем-то отличается Крым от Севастополя, просто... Если говорить так простым языком, этих двоих, что Константинова, что Аксенова, Крым плотно держит за яйца. Это фигуральное выражение или анатомическое? Это фактически. Потому что Аксенов выходит из преступной группировки и неоднократно занимался, в общем-то, действиями, которые, я так понимаю, на него дела лежат в крымской прокуратуре. А Константинов тут вообще подвяз в непогашение долгов. Константинова, если бы не произошло русской весны, как так они называемые, в 2014 году, Константинов сегодня, я думаю, мог бы сидеть в тюрьме. Понятно. Это обыкновенный жулик, который нашвырял на своих стройках не 1000 людей. В том числе в Украине, в том числе банки и так далее, и так далее. Он бы уже был банкротом. Если Сергей Аксенов и Владимир Константинов нас слышат и захотят возразить на это утверждение, что ж, мы охотно предоставим им такую возможность. Последний к вам вопрос. Насколько вы видите, может быть, вы знаете, потому что общаетесь с севастопольцами, может быть, у вас есть интуиция, не знаю, как это определить, вот то настроение, которое 6 лет назад господствовало среди севастопольцев, вот возвращение в родную гавань, вот Севастополь, Крым, Россия, и все такое, оно сохранилось до сегодняшнего дня, спустя 6 лет? Или можно говорить о том, что пусть постепенно, но какое-то разочарование севастопольцев в России происходит? Или не происходит? Я вам скажу, что на тот момент, когда все это начиналось, так называемая русская весна, в Севастополе она достигала апогея до 90%, 85% населения. То сегодня
эту русскую историю, вообще все, что произошло, поддержит не более там 30%, но это таких отмороженных ватников. Остальные люди поняли, что ни работы, ни зарплаты, ни бизнеса, ни развития, ни перспектив ни в Севастополе, ни в Крыму не будет. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Василий Зеленчук, экс-депутат городского совета Севастополя. В Симферополе, у здания Крымского парламента, в этот день, мы говорим о 23 февраля, то есть о дне вчерашнем, прошла реконструкция создания народного ополчения в честь 6-й годовщины со дня его основания. Об этом пишут РИА Новости. В мероприятии участвовали крымчане, которые уже тогда решили вступить в ряды так называемого народного ополчения. Напомним, что 23 февраля в крымской столице возле здания тогда Верховной Рады Автономной Республики Крым было сформировано 10 рот. Среди добровольцев были и женщины, которые сформировали отдельный батальон. И на сегодня на территории Крыма насчитывается до 10 тысяч так называемых ополченцев. Цитата. Крым отмечает двойной праздник – День защитника Отечества и годовщину создания ополчения. Так же, как и 6 лет назад у стен Крымского парламента установлены столы, где проводится символическая запись в ополчение. Мы старались в точности повторить события того дня. Конец цитаты. Это говорит депутат Государственной Думы после незаконных выборов в Крыму Михаил Шеремет, возглавлявший тогда ополчение. На реконструкции побывал и сам подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Он вспоминал, как жители в Крыма в тот день хотели внести свою лепту и мобилизироваться, и поэтому он назвал 23 февраля 2014 года переломным моментом в процессе присоединения Крыма к России. До эфира мы пообщались с экс-командиром 13-й роты самообороны Крыма Олегом Климчуком и расспросили его о том, что происходило со стороны самообороны и ополчения в то время. Я формировал свою роту 27 февраля. 23 февраля я был с ребятами, я сопредседатель общественной организации «Русский Крым». Мы ее делали на защиту, ну, скажем так, прав русскоязычного населения в Крыму, потому что здесь были свои определенные нюансы, здесь были крымско-татарские организации, украинские организации. И вот, в частности, мы организовывали, это можно посмотреть в интернете, была такая организация «Русский Крым», мы ее создавали, я был сопредседателем общественной организации «Русский Крым». Мы подошли с активом ребят, ну как ребят, взрослых людей, да, 23 числа. Я посмотрел, как формируются эти роты, мне не совсем тогда было понятно на самом деле, как бы кто их формирует, что формирует. Определенные были у меня там сомнения, куда уйдут эти списки. И я сказал ребятам, ну, если кто-то хочет, записывайтесь. Я записывать не буду, потому что, ну, как бы для меня как-то были некоторые вопросы, кто это формирует, и я думал, что все эти списки уйдут в СБУ сразу. Мы не стали формировать 23 числа роту. Мы пошли посмотрели, на площади Ленина выступали тогда крымские татары, активисты. Там было много женщин, она была довольно-таки мирная акция. Я подошел туда с ребятами, посмотрел, там потянулись кто-то там футбольные фанаты, кстати, там тоже там, ну, как якобы с флагом правого сектора, да, были, не так много. Я посмотрел, акция была довольно-таки, кстати, там у татар тогда мирная, и, в принципе, они подняли некоторые вопросы, которые волновали их, как-то вот так. Тогда ничего не предвещало каких-то более радикальных событий. Также мы расспросили экс-командира 13-й роты так называемой самообороны Крыма Олега Климчука, как формировалась именно его рота. Давайте послушаем. 26 числа должно было собраться русское вече. Мы русскими организациями хотели вообще понимать, как там нам дальше, как бы, скажем, существовать вот в тех реалиях, которые стали выстраиваться, потому что не все были там русское единство, и как бы не все, может быть, разделяли некоторые взгляды. Тут, скажем, у нас была демократия, плюрализм мнений, и каждый там смотрел, скажем так, открытым взглядом на то, что происходило. А 26-го мне позвонили ребята, говорят, слушай, срочно быстро подтягивайся, потому что тут уже какие-то события происходят, надо что-то как-то делать, потому что хотят захватывать Госсовет. Когда я уже подошел туда, числа где-то, ну, наверное, где-то было 10:30, там уже были такие там жесткие движения. Определенными требованиями выступали крымские татары, там не было женщин, они довольно-таки жестко реально выходили, и куча, скажем так, русских, славянских организаций, ну, назовем это так, отстаивали какую-то тоже свою точку зрения, назовем это так. Это все было непонятно, уже было
там, я не знаю, несколько тысяч человек, каждый уже был на взводе, потому что, ну, то, что видел я, да, я всем прозвонил, говорю, ребята, давайте подтягивайтесь, смотреть, что будет дальше, потому что, ну, как-то в стороне оставаться нельзя. Много чего было там. Я несколько раз заходил в центр этих событий, всех этих столкновений. Получается так, что мы тоже прорвались просто, чтобы спасти свои жизни внутрь Госсовета с боковой двери. Там крымских татар остановил, прямо Чубаров останавливал тоже, я видел изнутри, что не надо там идти на какую-то агрессию. Причем такое ощущение у меня было, что именно даже он это все остановил. Ну, то, что я видел внутри, да, как бы куча адреналина, всего-всего-всего. Я, скажем так, уже принял на себя ответственность, что надо что-то делать для того, чтобы вообще это не переросло в какую-то непонятность и на самом деле в какие-то, ну, даже столкновения. Я прозвонил всем ребятам, говорю, ребята, ну, там, давайте что-то будем делать. Те, кто были, понимали и близкие ко мне, сказали, да, мы готовы. Я подошел к администрации президента, тогда там ее блокировали, это самое там утро 27 числа, и там были несколько рот, меня познакомили там с Шереметом, я сказал, что вот так и так, председатель общественной организации «Русский Крым», все, давайте как-то вот. В принципе, если не боишься, там, 13 число такое, я говорю, да нет, ничего не боюсь, давай. Формируй подразделение именно как бы на охрану общественного порядка. Я ребятам прозвонил и подтягиваюсь туда, где была русская община, мы скажем, что надо делать. Вот где-то как-то это так было. Поэтому я свою роту формировал не 23-го, а 27-го после всех этих событий. И считаю, что это все абсолютно правильно, потому что та ситуация, которая складывалась, должен был кто-то взять на себя инициативу, чтобы реально, как я это видел, защитить, ну, скажем так, хотя бы какой-то мир и порядок. Какова же была мотивация Олега Климчука? Нельзя сказать, что я всю ситуацию оценивал со всех сторон правильно, как бы, как, что, куда. Я не было такой возможности смотреть со стороны, там, оценивать все. Для меня было понятно, что вот то, что было 26 числа, ну, как-то, опять же, мы там думали, что там убили намного больше людей, или там, я себе представлял, на самом деле, что там пролилось очень много крови, потому что было какое-то там скорой помощи, приезжали, все. Для меня это был какой-то такой вот рубеж, да, и в этом плане я для себя четко определял, что надо взять на себя ответственность и защищать народ, людей, как я смогу, как я делал. Что ж, я взял на себя эту ответственность. Олега Климчука на материковой Украине обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность, как сообщала в 2018 году прокуратура. Олег Климчук принимал непосредственное активное участие в разгоне проукраински настроенных граждан и захвате административного здания Верховной Рады Автономной Республики Крым, повлекших тяжкие последствия в виде изменения границ территории Украины. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества, сообщили в украинской прокуратуре. Мы попросили Олега Климчука прокомментировать это обвинение. Да, я даже улыбнулся. Там написано, что вооруженные бандформирования, ну, как-то, знаете, даже смешно. Ну, я бы, честно сказать, даже бы с удовольствием дал показания. Мне даже интересно, откуда они взяли эту информацию. Ну, ко мне вообще никто не обращался, официально ко мне никто не обратился. Ну, как-то, наверное, для них надо было создать какую-то галочку, повесить себе какие-то там погоны, звездочки на погоны или еще что-то где-то как-то. Лично ко мне вообще никто не обратился. Мне даже не сказали, что давай там в каком-то режиме пообщайся или еще где-то как-то вообще, или дай показания. Даже никто не обращался. Ну и о том, как он воспринимает события 6-летней давности сейчас, Олег Климчук. То восприятие русского мира, которое было у меня, оно было в розовых очках. Да, вот когда я, скажем, со своими ребятами мы организовывали «Русский Крым», стояли как вот на защите прав русскоязычного населения, да, было какое-то такое восприятие России как демократического государства, да, как, скажем так, того, ну что-то то, что стоит там впереди планеты всей в рамках русского мира, да. А сейчас я понимаю, что в некоторых моментах даже Украина намного опережала ту же самую Россию в планах и гражданского общества. Да, есть сейчас много как бы осознания, где как. Но то, что мы делали, вот по крайней мере моя рота, за что я отвечаю, вообще никаких нюансов не вызывает, потому что если бы я это не сделал, то, что меня на Украине воспринимают как, там, что там, я не знаю, как они там написали, создание бандформирования, смешно. Ребята, кто-то должен был реально, никто не вышел оттуда на связь со мной и не спросил, почему, зачем. Я считаю, что мы сделали то, что мы должны были сделать, потому что там, где был я,
там не было никаких преступлений, и наоборот мы сделали то, что мы должны были сделать. Очень много сыграло народное ополчение, что не было никаких преступлений, потому что в этот момент, как бы там ни было, милиция не сыграла той роли, которую она должна была сыграть. Она частично самоустранилась, и это легло на наши плечи. Да, есть понимание, что я бы хотел, конечно, немножечко другого русского мира. Для меня очень важно и правовое государство, гражданское общество. Наверное, будет какая-то эволюция постепенная. Наверное, чего-то достигнем. Напомню нашим слушателям, что это был Олег Климчук, экс-командир 13-й роты так называемой самообороны Крыма, обвиняемый в Украине по статье формирования вооруженного незаконного формирования. Да. Уж простите за такую тавтологию. А сейчас с нами на связи Ахтем Чийгоз, народный депутат Украины и заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа. Ахтем, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вообще, конечно, удивительно, что вы бандитов, которые похищали людей, убивали, зовете к себе или там берете у них интервью. Какие-то принципы же должны быть. К сожалению, мы не можем сказать, что это до вступления в законную силу приговора Украины. Мы можем отказать ему на основании того, что мы предполагаем, что он бандит, мы предполагаем, что самооборона Крыма участвовала в похищениях. Ну, вот я понимаю ваше возмущение, но вот с юридической точки зрения мы не можем его называть преступником до того, как это сделает украинский суд. И кроме того, он не сможет ответить на ваши обвинения, ну, хотя бы потому, что он был в записи, а вы вживую. А у вас есть возможность вот прокомментировать то, что происходило 6 лет назад, 23 февраля, когда вот там, возле Верховной Рады Автономной Республики Крым, записывались в так называемое народное ополчение, а здесь, на площади Ленина, собрался большой митинг в память Номана Челебиджихана и я не знаю, может быть, и в поддержку того, что происходило переформатирование власти, или не в поддержку. Вот скажите нам, с какой именно целью, что именно за идею там преследовал Меджлис, когда 23 февраля организовывал митинг в центре Симферополя? Вы как ведущий не представились. Да, я Сергей Громенко, непревзойденный и неподражаемый ведущий радио «Крым Реалии». А если вдруг из наших слушателей кто-то не знает, то с нами на связи Ахтем Чийгоз, народный депутат Украины, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа. Вот теперь вроде все представлены. Так вот, Громенко, если вы ставите под сомнение, что крымские татары 23 февраля уже на митинге говорили о допустимости сепаратизма и действий Верховного Совета Крыма, так называемого руководителя Константинова, по попыткам изменить территориальную целостность Украины, призывы его и его стосунки с Москвой в тот период очень активны. Если вы не знаете, что так называемый полк, ополчение, это все бандиты, которые убивали, похищали людей, вы не на своем месте работаете. До свидания. Что ж, это было мнение Ахтема Чийгоза, народного депутата Украины, заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа, который, вот в такой эмоциональной манере продемонстрировался в отношении к нашей работе. Напомню нашим слушателям, что мы работаем в прямом эфире. Если хотите присоединиться к нам по телефону 8 810 06 926 с полуострова, 044 490 29 05 с материка. А мне говорят, что у нас уже есть один звоночек. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, господин Громенко. Я могу говорить? Да, мы вас внимательно слушаем. Спасибо. Значит, хочу сказать вам, немножко вас успокоить. Господин Чийгоз – это татарский националист. Татарский националист, как известно, это исторические и непримиримые враги России и русских. Поэтому, даже слыша вашу русскую речь, его это бесит. Это так, вступление. А теперь по поводу вашей передачи. Вы коснулись событий 23 февраля в Крыму. Вот, пожалуйста, когда вы будете разговаривать с гостями, пусть не припоминают, с какими политическими требованиями это на митинге 23 февраля выступил Меджлис, то есть Чубаров. И второе, что мне хотелось бы сказать.
Ну, спасибо, достаточно, спасибо. Все, большое спасибо и вам за ваш комментарий. К сожалению, пока из Меджлиса нам никто не сможет прокомментировать. Ну что ж, 23 февраля 2014 года было крайне эмоциональным днем, и оказывается, что 6 лет спустя продолжают бушевать страсти. На этом мы завершаем нашу программу. В студии для вас работал Сергей Громенко. Но вы, конечно же, ни в коем случае не переключайтесь, потому что после короткой паузы самое крымское в мире радио Крым Реалии вновь продолжит свой эфир. Вечернее шоу. В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер». Это «Крымский вечер» на радио Крым Реалии. В студии для вас работают Сергей Громенко и Елена Римовская. Сергей Громенко увлекся музыкальным сопровождением к нашему эфиру, а тем не менее у нас вот сейчас рубрика «Новости завтрашнего дня» в эфире. Начнем мы с того, что подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов обязал крымских чиновников работать с социальными сетями. Итак, подконтрольный России глава Крыма издал распоряжение о правилах работы крымских чиновников с аккаунтами в социальных сетях, о чем говорится на официальном сайте российского правительства Крыма. Согласно распоряжению 91, подконтрольное России Министерство внутренней политики, информации и связи отныне должно организовывать работу местной власти со сообщениями из соцсетей. В частности, чиновники будут обязаны отслеживать сообщения жителей Крыма, которые оставляются в аккаунтах органов власти в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбук и, внимание, в Инстаграм. Ссылки на актуальные аккаунты будут размещаться на портале российского правительства Крыма. Также будут назначены должностные лица, так называемые кураторы, которые будут обязаны передавать сообщения граждан профильным ведомствам, а затем отвечать жителям Крыма на их вопросы и жалобы. Согласно распоряжению, работать кураторам придется в сжатые сроки. Подготовка и размещение ответа на сообщения из социальных сетей осуществляется не позднее 9 рабочих часов с момента выявления сообщения, говорится в распоряжении. Если вопрос требует серьезной работы, то окончательный ответ гражданину должен поступить не позднее, чем через 7 дней. При этом отдельные вопросы будут поступать непосредственно Сергею Аксенову и Юрию Гаценюку. Ну, у всех наших слушателей, которые имеют отношение к Крыму, есть возможность эту систему испытать. Вот оставить где-то комментарий, какой-то вопрос в социальных сетях под аккаунтами чиновников. Обязательно засеките время. 9 часов, 9 рабочих часов, и вы должны получить ответ. Вместе с этим документом на сайте российского правительства Крыма опубликовано еще одно распоряжение, которое вводит конкретные нормативы, связанные с ведением правительственных аккаунтов в соцсетях. Согласно документу, вот этому подконтрольному России правительству Крыма необходимо размещать не менее 10 постов в неделю о своей деятельности, а всем остальным не менее 5 постов. Уточняется, что аккаунты должны иметь описание и дизайнерское оформление. Что это значит? Это вопрос. Наверное, в распоряжении рекомендуется использовать новые возможности соцсетей, приложения, виджеты, динамичные обложки, трансляции, опросы, конкурсы и прочее, а также писать тексты стилем, характерным для соцсетей, избегать публикаций, пресс-релизов, использования канцеляризмов. Вот, но я уже немного растерялась, пока все эти канцеляризмы прочитала. Я себе просто представляю, как Министерство по внутренней политике и информации создает специальное руководство, такое пособие для ведущих в социальных сетях чиновников, чтобы они избегали канцеляризма, вставили смайлики в нужных местах. Но я себе так представляю, что, наверное, если не менее 10 постов в неделю о своей деятельности, или же не менее 5 постов, это вам будут флудить теперь в социальных сетях. По 2 в день. Подконтрольные России органы в Крыму. Продолжаем наш выпуск. Наталья Поклонская рассказала о своем идеале мужчины. Сергей, у тебя есть шанс. Вот сейчас и проверим, да. Итак, экс-прокурор аннексированного Крыма заявила, что настоящий мужчина должен обладать благородством. Ну, тут вне всякого сомнения. Быть без намека на гордыню и мелочность. Да, вполне. А женщина должна рядом с ним себя чувствовать любимой и красивой. Об этом сообщают РИА Новости.
ты подумай, пока мы дочитаем до конца, сейчас, может, еще какие-то подробности раскроются. Что сказала бывшая российская прокурор Крыма? В моем понимании, настоящий мужчина обладает благородством, и главное, рядом с ним женщина должна чувствовать себя женщиной, самой желанной, нежной, любимой, красивой, а не наоборот. Настоящий мужчина должен быть без намека на гордыню и мелочность. Вот это конец цитаты был Натальи Поклонской. По ее словам, о мужчине можно многое сказать по его отношению к женщинам, цитирую, «Вообще у нас, у женщин, говорят так, а мужчине судят по его женщине». Конец цитаты. Я со своей стороны замечу, что эта фраза даже в женских устах звучит несколько сексистски. Не побоюсь этого определения. Я не знаю, почему у Натальи Поклонской, вот почему ей решили задать этот вопрос, но это останется для нас загадкой. Возможно, в исходной публикации, там на сайте РИА Новости есть какие-то подробности. Ялтинская инспекция дорожного движения устроила сюрприз водителям в преддверии так называемого мужского праздника 23 февраля, российского праздника. На дорогах города Ялты дежурили праздничные патрули, сотрудницы автоинспекции, вот сейчас поговорим о сексизме, Сергей, останавливали водителей мужчин, чтобы поздравить их с наступающим Российским днем защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Крыму. Меня гораздо больше в этой ситуации интересует статистика Министерства здравоохранения Крыма. Увеличилось ли число водителей с инфарктами и инсультами в крымских больницах в этот день? Почему? Потому что вот если я еду по дороге и меня на каждом перекрестке останавливают сотрудницы даже, пусть ГАИ. А ты водитель вообще или нет? К счастью, нет. Тогда, возможно, ты это все очень близко к сердцу принимаешь. Также водителям вручали памятные подарки и сувениры, принимая поздравления от госавтоинспекции. А мужчины за рулем не остались равнодушными. Водители были, по версии издания «Вести Крым», приятно удивлены и поблагодарили за поздравления. Вот так вот, Сергей. Сотрудники ГИБДД надеются, что приятные сюрпризы не только подняли водителям настроение, но и послужили стимулом к более ответственному поведению на дороге. Туристический поток в Крым из-за ограничений на поездки в Китай на фоне коронавируса может вырасти на 10-15%. Куда уже расти, если уже по версии российского правительства Крыма 7 миллионов было в прошлом году. Вот о такое предположение высказал в комментарии агентству ТАСС руководитель крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский. Зелинский. Да, я подчеркиваю для наших радиослушателей, которые не видят печатного текста. Зелинский, да. Мы планируем, что в этом году рост турпотока в Крым вырастет примерно на 10-15%. На рост турпотока рассчитываем за счет сократившихся полетов российских авиакомпаний в КНР из-за коронавируса. Мы надеемся, что освобождающиеся рейсы и самолеты авиакомпании направят в Крым. Ожидаем рост числа рейсов и снижение цен, сказал Зелинский. В свою очередь, председатель подконтрольного России комитета по туризму, курортам и спорту Крыма Алексей Черняк отметил, что российским туроператорам предстоит пересмотреть в этом году направление внутреннего и выездного туризма. Цитата. «Для Крыма мы потерь не видим. Наоборот, даже выйдем в плюсы, потому что те, кто собирался отдыхать в азиатских странах, либо не поедут туда вообще, либо будут, что скорее всего, выбирать курорты нашего юга России. Краснодар, Сочи, Крым и Севастополь». Конец цитаты. Я на самом деле не знаю, почему вот предположение такое, что люди не поедут в Азию и поедут в Крым или на какой-то российский курорт. Вот с чем связано вот это сопоставление того, что люди могут получить где-то там в Китае, Вьетнаме, Таиланде. В Китае, Вьетнаме, Таиланде они могут прихватить коронавирус. Об этом же прямо говорит Зелинский. Поэтому вот. А вот то, что они, может быть... Я на самом деле не то, чтобы там большой специалист. Но мы сейчас не будем, конечно, звонить Лиеву, да, чтобы поинтересоваться его мнением на этот счет. Я вполне допускаю, что в Китай могут и вообще в Юго-Восточную Азию летать меньше. Но вот станут ли из-за этого летать больше в Крым? Я тебе об этом и говорю, что я не понимаю, почему, если люди перестанут летать в Китай, в Крыму думают, что они начнут летать в Крым. Пусть пагоду какую-нибудь построят возле Джанкоя, тогда можно будет тут можно напомнить действительно, что по официальным данным российских властей, якобы в прошлом году в Крыму отдохнуло 7 миллионов человек. Эту цифру ставят под сомнение уже упомянутый Сергей Громенко, бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым, Александр Лиев. Он нам неоднократно на протяжении всего прошлого года говорил о том, что эта цифра, скорее всего, в 7 раз меньше, по крайней мере, по тем подсчетам, которые он ведет. Но вот крымские власти с этим не согласны. Они даже уже анонсировали, что в этом году эта цифра может быть чуть ли не 7,5 миллионов туристов. Если вы верите в такую цифру, то оставляйте свои комментарии под YouTube-трансляцией.
Идем дальше. В Крыму появится императорский паровоз. Российские власти Крыма совместно с туроператорами-перевозчиками разрабатывают новые туристические маршруты на паровозе, отдельные вагоны которого будут стилизованы под поезд российского императора Николая II, сообщил глава комитета подконтрольного России парламенту Крыма по туризму Алексей Черняк, передает ТАСС. Вот где, вот почему Наталья Поклонская не ставила комментарий под этой новостью? Что сказал Черняк? Далее цитата. «Нашим комитетом, предприятием «Крымская железная дорога», компанией-перевозчиком «Гранд Сервис Экспресс» привлечением туроператоров разрабатываются внутренние туристические маршруты по Крыму в стилизованных под старину вагонах и на паровозной тяге. Один из вагонов мы хотим сделать императорским, посвященным семье Романовых и их поездкам по Крыму. Еще один чисто туристическим, посвященным Второй мировой войне», сообщил Черняк. То есть, я так понимаю, ободранная теплушка с нарами, может быть, и даже с окнами зарешетченными. Отличная на самом деле идея. Нет, ну подожди, если он императорский, то, наверное, наоборот там будет. А потом он говорит, еще один, посвященный Второй мировой войне. Вот этот вот, ну да, отличная идея. В общем, по его словам, в настоящее время ведутся переговоры о закупке старых паровозов 30-40-х годов, после чего они будут отреставрированы, и их планируется запустить по маршрутам из Симферополя в Севастополь, Евпаторию и Керчь. Мы надеемся, что в ближайшее время приступим к реализации проекта, отметил Черняк. Сообщается, что ранее в Крыму туристических услуг подобного плана не было, а поезда на паровозной тяге прекратили ходить на полуострове в середине 60-х годов. Главное, чтобы эту новость не узнала Грета Тунберг. Паровозы, уголь, углеродный след. Аннексированный Крым попал в очередной российский рейтинг, который как-то связан с туризмом тоже, попал в топ фотогеничных регионов соседней России. Как сообщает издание «Вести Крым», определены самые востребованные туристические маршруты в России. В этот рейтинг опять попали аннексированные Крым и Севастополь. Что за рейтинг фотографий? Вот туристические маршруты, фотографии которых пользуются наибольшей популярностью в соцсетях. Этому свидетельствует исследование поисковика авиабилетов aviasales.ru. Ну, смотрите, список живописных уголков возглавил Байкал, на втором месте роща болотного кипариса под Анапой, на третьем месте кладбище кораблей на берегу Баренцева моря, ну, об этом сообщает РИА Новости. Также большинство пользователей соцсетей отметили Розовое озеро в Крыму на территории Апукского национального заповедника. Это место привлекает своей необычностью. Рядом с Черным морем расположен водоем, в котором будто развели тонны марганцовки. Надеюсь, что это не настоящая марганцовка. Тут нам из радиорубки говорят, что у нас есть звонок от радиослушателя. Добрый вечер, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Анна. Сама я из Запорожья. Но сейчас прохожу службу в Одессе. Вот, и слушаю вас все время, пока вы существуете. К сожалению, должна отметить, что у вас изменился контент. Стал он, конечно же, российским. Вот, вы стали просто СМИ России, к сожалению. Вот, хотела бы, во-первых, передать населению в Крыму, которое все-таки надеется, что мы вернемся. И это будет Украина. Хочу их поддержать в этом и сказать, что даже 40 лет разделение Германии не изменило их исторической принадлежности. Так что я думаю, что Крым вернется в Украину. Вот, и хотела бы задать Сергею Громенко, хотела бы слушателю, вернее, позвонящему вам, который предводителем было ополчения, сказать, что, возможно, он лично никого не убивал, не отдавал приказа убивать татар или проукраинских людей. Но факт есть факт, такие люди были и пропавшие, и убитые. И, да, неизвестно их количество, но ничего не бывает бесконечным. Когда-то все равно все выяснится. Вот, и каждый ответит за свои деяния. И что он, несмотря на то, что он, может быть, не участвовал в преступлениях лично, он поддержал российское войско, которое зашло на территорию Крыма. Зашло и было, 6 тысяч было, остальные зашли. Он видел прекрасно, что российский флот затопили свои корабли, чтобы украинский флот не мог выйти. Он все видел прекрасно, поэтому его позиция очень ясна, она четкая. Он поддержал аннексию Крыма. И к Сергею Громенко у меня личный вопрос. Да, слушаю вас внимательно.
чей Крым? Крым, конечно же, является частью Украины. Спасибо. Спасибо вам за ваш звонок. Я могу тут в этом контексте только отметить, что вы должны понимать, что вот такие заявления о том, что Крым-реалии российские, Крым-реалии украинские, Крым-реалии еще какие-то, они постоянно звучат в наш адрес. Мы в нашей работе руководствуемся принципами, правилами о том, как сообщать новости, которые вот прописаны правилами Радио Свободная Европа, Радио Свобода, проектом коих Крым-реалии и являются. Мы готовы об этом повторять, но мы, конечно, благодарны вам за ваши звонки и за ваши впечатления от нашей работы. Ну вот так, да, Кремль, где наши гонорары за российский контент? Сергей, смотри, у нас не очень много времени осталось. Я предлагаю все-таки дочитать те новости, которые у нас есть, потому что, наверное, вот на фоне каких-то негативных новостей, какие-то забавные новости, они тоже не помешают. Вот, например, рассказываем мы время от времени о Коктебеле, и вот из Коктебеля у нас новости приходят о том, что там планируют расширить нудистский пляж. 22 февраля в поселке Щебетовка под Феодосией прошла встреча проектировщика реконструкции набережной и строительства канализационно-очистных сооружений в Коктебеле с представителями общественности, о чем сообщает издание «Вести Крым». На данной встрече стали известны новые подробности реконструкции набережной. Согласно проекту, площадь пляжа с 23 тысяч квадратных метров увеличивается до 47 тысяч. Пляж будет галечный, его минимальная ширина вырастет до 30 метров. Будет построено 3 пляжеудерживающих сооружения. Работы на пляже планируют проводить вне курортного сезона в 2021-2022 годах. Также сохранится и расширится пляж для нудистов. Вот интересно, как это сообщение, в общем-то, коррелирует с общим курсом России на духовность и скрепы, а так, ну, больше пляжей хороших и разных. Я могу, кстати, отметить, вот по поводу набережной в Коктебеле, мы рассказывали о том, вот по-разному очень складываются истории сейчас набережной там в Евпатории, Феодосии, если я не ошибаюсь. Действительно, есть очень много вопросов к этим проектам реконструкции. Уже в некоторых крымских городах приморских эти реконструкции приостановлены. И вот как раз в Коктебеле на прошлой или даже 2 недели назад это было, мы смотрела сюжет на крымском телевидении, очень много вопросов там по поводу реконструкции этой набережной у местных предпринимателей, потому что вот набережную российские чиновники обещают такую супер инновационную, а что будет с местными вот этими мелкими предпринимателями, непонятно пока. Итак, идем дальше. Керчь. И в Керчи в очередной раз пострадала инсталляция «Я люблю Керчь». Инсталляция находится на городской набережной, как передает издание Керчь.ФМ. В этот раз неизвестные списали сердце и несколько букв. Ранее сообщалось, что ради лайков один мужчина залез на нее ногами. Да, мы, как и обещали, держим вас в курсе новостей про вот эту надпись «Я люблю Керчь». Давай расскажем все-таки вот такую хорошую новость по поводу Севастополя, о том, что в этом городе впервые появились фламинго. Фотографиями и видеозаписями поделился на своей странице в Фейсбуке кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии Южных морей Виталий Герагосов, передает «Российская газета». Цитирую. «Вот и мы, жители Севастополя, дождались. К нам прилетели фламинго. Пара взрослых птиц, возможно, ненадолго, но сам факт очень даже интересен. Это первый достоверный случай в нашем городе. Обыкновенный розовый фламинго гнездится колониями на берегах Средиземного моря, в Африке, в Западной и Средней Азии. А в 2017 году гнездовая колония была обнаружена на Севаше, на полуострове Чокрак, Херсонская область Украины». Конец цитаты. Биолог отмечает, что птицы еще накануне замечены в Соленой бухте. Информация о визите невиданных в Севастополе пернатых быстро разлетелась среди горожан, но вот фотоохоте мешала облачная погода и сильный ветер. Но это все новости к этому часу. Мы опять-таки благодарны всем нашим слушателям, которые к нам сегодня в эфир позвонили. Елена Римовская, Сергей Громенко работали для вас этим вечером. До свидания.